Дорогие друзья, любой труд должен быть вознагражден. Если вы выполняете определенную трудовую функцию, работаете, то за свой труд вы должны получить достойную, адекватную вашему вкладу оплату труда. Трудовой кодекс Кыргызской Республики дает определение понятия заработной платы. Так, зарплата – это вознаграждение за труд в зависимости от характера и условий работы. Это неопределенная сумма, как принято и привычно воспринимать. Допустим, кто-то получает в месяц 20 тысяч сомов. Нет, зарплату формирует несколько составных частей. Ее основу составляет часовая тарифная ставка или должностной оклад. Предусмотрена повышенная оплата труда в выходные и праздничные дни, а также ночное и сверхурочное время. То есть ставка или оклад увеличивается в 1,5–2 раза. Законодательством предусмотрены следующие надбавки к заработной плате: за высокую квалификацию и профмастерство, за ученую степень, допустим, доктора наук в размере 1800 сомов, а кандидата наук 900 сомов в месяц, за звания, чины, классы, за выслугу лет, за работу в особых условиях, ежемесячные процентные надбавки и коэффициенты за работу в высокогорных условиях, доплаты за совмещение, за выполнение обязанностей отсутствующего работника, за ненормированный рабочий день. Также работникам могут выплачиваться премии. Особые заслуги работников следует поощрять, тем самым стимулируя сотрудников к еще более высоким показателям в ходе их трудовой деятельности. Предусматриваются премии за определенные достижения в работе или результаты по итогам работы за определенный период времени, допустим, месяц, квартал, год, по праздникам или другим основаниям. Большинство этих выплат производится в обязательном порядке, остальные согласно коллективному договору. Статья 162 Трудового кодекса Кыргызской Республики обязывает работодателя выдавать работнику при выплате заработной платы расчетный листок. Это делается не реже 1 раза в месяц. Этот документ отражает следующую информацию: составные части заработной платы, сумму начисленной зарплаты, размеры удержаний, в том числе подоходного налога, страховых отчислений, профвзносов, алиментов, и сумму, причитающуюся к получению на руки или перечислению на банковский счет. Работодатель обязан выдавать расчетный листок всем сотрудникам. Заработная плата выплачивается, как правило, в месте выполнения работы или перечисляется на банковский счет, указанный работником. Зарплата выплачивается не реже 1 раза в месяц. Практикуется зачастую выплата зарплаты 2 раза в месяц. Это аванс и полный расчет. Зарплата должна выплачиваться вовремя. За задержку ее выдачи работодатель выплачивает пеню в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Например, ваша зарплата составляет 15 тысяч сомов. Работодатель не платит вам зарплату уже 4 месяца, с января по апрель, то есть 120 дней. 60 тысяч сом долга умножаем на 0,15% пени, умножаем на 120 дней задержки, пеня составит 10 800 сомов. И общая сумма к выплате 70 800 сомов. Осуществляются также обязательные налоговые удержания и отчисления страховых взносов из зарплаты работника. В настоящее время они, как правило, составляют 10% подоходного налога и 10% отчислений страховых взносов. То есть имейте в виду, что около 20% вашей начисленной зарплаты будет удержано. И это законно. До встречи!